Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике на текущие сутки характеризуется наличием 81 нового выявленного случая коронавирусной инфекции. При этом в столице республики выявлено 34 случая, в Мирнинском районе 14 и 12 в Тамбонском. В 10 районах республики от 1 до 5 случаев зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня мы уже говорим о том, что в целом по республике всего в 13 муниципальных образованиях есть за сутки выявленные случаи. Безусловно, уже есть ряд муниципальных образований, в которых не фиксируется в течение недели, в том числе в течение последних 10 дней, новые случаи коронавирусной инфекции. Тем не менее, режим повышенной готовности на территории республики продолжает действовать. И, соответственно, все ограничения, которые установлены, должны соблюдаться на территории всей республики, независимо от наличия или отсутствия новой коронавирусной инфекции. Сами по себе снятие тех или иных ограничительных мер будет во многом зависеть уже теперь вновь от территориальных особенностей Республики Саха-Якутия. На настоящий момент, к сожалению, акцент в распространение инфекции сегодня у нас сместился в сторону труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. И на сегодня у нас под особым контролем находятся такие районы республики, как Тамбонский, Усьмайский, Аймиконский, в котором в отдаленных населенных пунктах, и в том числе и Алекминский район, в котором в отдаленных населенных пунктах зарегистрированы впервые случаи новой коронавирусной инфекции. А это значит, что граждане впервые сталкиваются и с самим вирусом, и, соответственно, с его воздействием и на организм, и в целом на социальную среду того или иного муниципального образования. Учреждения медицинские продолжают осуществлять совместно с лабораториями управления Роспотребнадзора исследования на новую коронавирусную инфекцию. За сутки сделано 2237 исследований на ковид. Всего с начала пандемии в республике было сделано 937 867 тестов. Необходимо обратить внимание, что дальше продолжается вакцинирование в республике. Сегодня наши медицинские учреждения, то количество бригад вакцинирования, которые созданы для вакцинирования бригад медицинских, в основном сейчас они работают по постановке второй дозы вакцины. Остальные медицинские организации работают необходимо на запись тех, кто у нас в дальнейшем желает получить вакцинирование от новой коронавирусной инфекции. Вчера в оперативном штабе совместно с главой муниципальных образований в целом по стране поставлена задача сегодня провакцинировать и увеличить, количество провакцинированных граждан пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Вы знаете, что у нас в республике с самого начала ставилась задача сохранения как можно большего количества наших пожилых граждан и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Именно на это была нацелена и система здравоохранения, и вся профилактическая работа. С этим были связаны и ряд ограничительных мер. И именно лица пожилого возраста, они у нас до сих пор, те, кто только непосредственно не прошел вакцинацию, остаются в режиме самоизоляции с ограниченным передвижением. В связи с этим, соответственно, сегодня до всех медицинских учреждений доведена установка вакцинировать лиц пожилого возраста и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первоочередном порядке. При Министерстве по делам молодежи, как вы знаете, действует волонтерский центр. Поэтому я призываю граждан пожилого возраста продолжать звонить в волонтерский центр Министерства по делам молодежи, записываться на вакцинацию. Волонтеры вам помогут и записаться на вакцинацию, и, соответственно, доехать, проставить вакцину и заполнить все соответствующие документы. И еще раз обращаюсь ко всем. Главная задача – спасать от ковида, прежде всего наших и пожилых граждан, и граждан, которые имеют ослабленный организм. И это задача каждого, поэтому не прекращайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Спасибо.